Уже как год в Уфе работает Республиканский реабилитационный центр «Салют». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Милана Скоробогатова, директор Республиканского центра «Салют». Милана Маратовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы подводим, казалось бы, еще вчера уже открылся центр «Салют», а сегодня уже как год функционирует. И, как правило, вот первый год – это всегда вроде бы как вот обкатка, что ли, вот какой-то вроде бы процесс включения. Вот каким был этот год? Первая задача, которую поставил глава республики, чтобы данный центр служил детям. Детям-инвалидам, детям с особенностями в здоровье. И поэтому буквально с первого дня для нас была задача как можно больше детей по нашему государственному заданию посетили центр, запустить все возможные и невозможные иногда программы. В чем уникальность всего комплекса? Весь комплекс, а это 27 тысяч квадратных метров. Мы окружены 7 гектарами чистейшего леса. Это самая экологически чистая точка в городе Уфе. Так вот, там сосредоточены в комплексе 3 учреждения. Замысел уникален. Кстати, такого нет больше нигде в России, это я точно могу сказать, потому что очень много федеральных министров, губернаторов было в гостях за этот год. Смотрели с удивлением. Почему? Потому что 3 министерства. Министерство семьи, труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения Республики Башкортостан подписали соглашение о том, что будут работать во имя детей-инвалидов. И в нашем центре дети могут пройти как медицинскую реабилитацию, это отделение медицинской реабилитации как раз детской нашей республиканской больницы. Это социальная реабилитация Министерства семьи и труда. Это как раз центр «Салют». И самое главное, есть школа «Йондос». Те дети, которые проживают у нас 21 день, это порядка 100 детей со всех районов и деревень республики, приезжают к нам на реабилитацию. Эти дни обучаются в нашей школе. При этом в нашей школе обучаются еще более 100 детей расовцев. Расовцы – это кто? Это дети с ментальными нарушениями. Очень сложное направление, очень новое направление, которое только рождается и, скажем так, нарабатывает свою такую практику не только в России, но и во всем мире. Это непростые дети, и большого опыта работы с ними на планете нет. Это, скажем, такое новое явление, с которым мы начинаем работать. Вот в центре ежедневно бывает более 500 детей. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Каждый ребенок приходит со своим взрослым. Более 1000 человек. Еще 300 человек – это персонала, который обслуживает. И понимаете, вот этот дворец, который поддерживает людей, с одной стороны, в непростой профессии, с другой стороны, людей, оказавшихся в очень непростой ситуации. У нас есть совершенно уникальное свое кафе с абсолютно правильным, вкусным, уникальным питанием. Потому что компания «Пышка» расположилась именно в нашем «Салюте». У нас уникальная территория, на котором больше 15 физкультурно-оздоровительных комплексов. У нас жемчужина нашего центра – это бассейн, это 2 чаши по 25 метров. Это уникальные специалисты, ребята, которых мы взяли, 5-курсников с Института физкультуры башкирского. И шаг за шагом вместе с ними учились и делали. Дети обожают инструкторов. Все занятия проходят индивидуально под каждого ребенка, потому что наш бассейн не является реабилитационным в чистом виде, как гидрореабилитация, хотя тоже выполняет свою роль, мышцы расслабляются и накачиваются, дети. Он является средовым. Мы проходим вот этот огромный путь с ребенком. А то, что он заходит в раздевалку, раздевается, идет в душевую, общается с водой, учится плавать. Ведь что получается после таких занятий, когда происходит барьер у ребенка? Многие дети боятся воды, не хотят идти туда, прямо фатально. Когда дети начинают плавать,
Я точно знаю, что мы открыли им огромный мир в адаптивный спорт. По месту жительства бассейн, фитнес с родителями, море, река, озеро. Смысл социально-средовой. Он может выйти в этот мир достойно. Сегодня мы говорим, что в Республиканском центре «Салют» проходит именно социальную реабилитацию. Чем она отличается от медицинской? Вообще, сколько концепций? Благодарю за вопрос. Благодарю, потому что на самом деле в этом году заработал новый федеральный закон, который очень четко определил, что такое является реабилитацией для инвалидов, в том числе, конечно, и для детей-инвалидов. И вот первый раз теперь очень четко подразделили, что есть медицинская реабилитация, есть социальная реабилитация, есть абилитация детей, которые занимаются адаптивной физкультурой и спортом, и еще несколько видов, как технические средства обслуживания, профессиональная реабилитация. Вот социальная реабилитация возложена на Министерство труда и социальной защиты в Российской Федерации, а в нашем субъекте это Министерство семьи и труда. И социальная реабилитация – это сделать все для того, чтобы ребенок, имея особенности в здоровье, мог очень хорошо влиться в общество и найти свое место. Это такое, как социально-средовая. То есть, чтобы ребенок мог общаться в этом обществе, например, колясочник, да, или слабовидящий, или слепой ребенок. Это огромный путь, это огромное количество навыков, которым мы детально, маленький шаг за шагом проходим с ребенком. Это и коммуникация, это общение со сверстниками, это умение ходить в государственные учреждения, это посещение обычных школ. Для наших детей это каждый раз олимпийское золото, когда он может с педагогом прорваться туда, где, казалось бы, обычные дети, для них обычный мир, для нормотипичных. Подбираем виды спорта, физической культуры. Мы работаем над имиджем наших детей. Мы снимаем те проблемы, с которыми приезжают детей, возникших коммуникаций в подростковой, особенно среде. Мы очень много работаем с мамами, потому что это мамы, папы, бабушки, дедушки – это тот оплот, который и создают вот эту среду, поддерживающую для ребенка. У нас очень уникальное направление социально-профессиональное. То есть мы проходим с 5-летнего возраста ребенка, инвалида, мы смотрим, а какая профессия ему подойдет. Почему с 5-летнего? Потому что важно не тот факт, что он выбрал в 5 лет, и в 18 мы его перекрестим, скажем, иди. Нет. Очень важны те изменения, которые происходят у ребенка, и только в этой длительной диагностике мы понимаем, каково на самом деле устремление, вот эта способность ребенка проявиться в той или иной профессии. Профпробы. Мы тоже уникально их придумали. 50 профессий находятся, специалистов, которые работают по 50 профессиям только в нашем центре. Так, например, есть ученики мои, которые целый день проживают со мной, как с руководителем. Есть те, кто работают с психологами, с логопедами, знакомятся с этой работой. На нашей кухне, пожалуйста, повара, юристы, экономисты, бухгалтера, тренера. Вот этот огромный мир, он заработал, задышал вместе с детьми. Может быть, ребенок наш не станет художником, он, может быть, не станет юристом, но огромный мир профессий, который есть, мы ему покажем и подарим. Милана Маратовна, очень масштабный проект. Мы восхищены его именно подходом, именно концепцией общей. Но за год уже есть результаты, есть воспитанники, о которых вы можете сказать, что вот мы поработали, и есть вот у нас воспитанник, вот он молодец. Их очень много. Вы знаете, наверное, первый раз в своей профессиональной деятельности я наполняюсь каждым чудом. У нас даже есть такое выражение. Опять случилась библейская история. Встань и иди. Вы знаете, когда ребенок выбегает от логопеда и первый раз 5-летний, 4-летний бросается к маме и говорит: «Мама»,
И когда у мамы текут слезы, она говорит: боже мой ребенок заговорил. Боже мой ребенок встал на ноги. Боже мой ребенок пошел. Боже мой, он наконец-то в садике понимает, о чем идет речь. Каждый маленький шаг с нашими детьми – это великая победа. Вот я их называю всех олимпийцами, да, салютовцами по-настоящему, потому что каждый из них борец. Есть дети, которые приезжали к нам на коляске, уходили своими ногами. И с ними работали очень много, потому что проходил ребенок, 12-летний парень, проходил реабилитацию медицинскую. Он упал с 4-го этажа. Великолепно отработали медики. Приезжает к нам на реабилитацию, идет в экзоскелете, и инструктор говорит: ну, обратно, он может ходить. Что-то мешает. Собираем консилиум, собираем междисциплинарную реабилитационную команду, смотрим на ребенка, разговариваем. И ясно видно, что страх внутри парня сидит. Подключились психологи, подключились нейропсихологи. Через 2 недели парень встал. Здесь великую роль сыграл Монсон. Он, кстати, большой друг наших детей, в каждый заезд к детям приезжает. И ту скрупулезную речь через переводчика, который он рассказывал, как он восстанавливался после своих травм, что настоящий мужчина это может, и что это лишь небольшая победа в его жизни, и вместе они это сделают. Вот маленькие-маленькие точки, поддержка, с учетом ты это сможешь, мы с тобой рядом. Прошел 21 день, и парень уехал в город республики на своих ногах. Мне кажется, это великая победа. С тем, что парень поверил в себя. И вот этот эпизод, ситуация в его жизни очень, ну, скажем, трагическая, да, позволила в 12-летнем парне родиться настоящему мужчине. А для нас это, конечно, была победа, которая укрепила в том, что только междисциплинарная реабилитационная команда, где работают и педагоги, где работают врачи, реабилитологи, вместе с родителями выставлять эту, пусть маленькую цель на этот первый реабилитационный маршрут, а мы реабилитационный маршрут выстраиваем на год. Вот этот маленький первый шаг, он важен, потому что на каждые 10 дней, на которые приходят к нам на реабилитацию ребята, мы с родителями, специалистами ставим пусть маленькую, но очень важную цель, которая нам откроет дорогу в будущее, как бы это громко ни звучало, но это так. Вот мы как никто знаем, что путь к большой победе состоит из очень маленьких, но честных и правдивых шагов. Всего год или уже год, а сколько уже есть побед и сколько успехов. Милана Маратовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я понимаю, что вы нам, может быть, и 1/10 не рассказали из того, что происходит каждый день в центре. Но я думаю, что у нас будет еще время и пообщаться. Мы желаем вам дальнейших успехов. И чтобы действительно вот этими победами это главная гордость и салюта, и республики. Спасибо огромное. Спасибо вам. Я не могу телевидению не подарить. Любимые передачи, интервью. Наш первый буклет. Здесь все наши отчеты, здесь все наши рассказы. Это наш бренд-бук, который мы родили вместе с специалистами. Дети, родители, потому что это наша большая семья. Есть наш прекрасный кот, который ждет. И мы вообще всех ждем по адресу город Уфа, Авроры, 18/2. Великолепный, любящий всех вас комплекс «Салют». Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.